19 часов показывают часы, и во вторник, как всегда, мы встречаемся с вами, уважаемые телезрители, в студии Сибайского телевидения в программе «Крупным планом». Наша программа идет в прямом эфире. Зовут меня Алина Полянская. И сегодня гость нашей студии – инспектор по физической культуре и спорту администрации городского округа город Сибай Ринат Хафизов. Здравствуйте, Ринат. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, уважаемые зрители. В известном детском стихотворении Самуила Маршака 1937 года рассказ о неизвестном герое милиция, пожарные, фотографы ищут 20-летнего парня, который спас из огня девочку. Из примет: среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке, значок ГТО на груди у него, больше не знаем о нем ничего, сообщает нам Самуил Яковлевич. Ирония этого стихотворения в том, что в то время буквально полстраны носили значки ГТО, и каждый был готов к труду и обороне. Как вы поняли, сегодня наш разговор будет идти именно о этом комплексе «Готов к труду и обороне», о выполнении нормативов. Вопросов очень много, Рина, сразу предупреждаю, поэтому будьте начеку и будьте готовы. Вот выполнение нормативов комплекса ГТО ведет свою историю с 1927 года. В 91-м, вот в лихие 90-е, программа свое существование прекратила, ушла в небытие. Возрождаться она начала уже в современной России в 2007 году. Сейчас на дворе 2015. Скажите, пожалуйста, зачем в нынешнее время выполнять комплекс ГТО? Ну, у каждого человека своя цель, для чего выполнить нормы ГТО. Для кого-то повторить подвиг родителей, для кого-то быть всегда первым во что-то, для кого-то доказать себе, быть целеустремленным. Но всех этих людей, мне кажется, объединяет главное качество – это целеустремленность, которая очень важна в 21 веке в условиях конкуренции такой на рынке труда. И самое главное – здоровье нации – это залог будущего нашей страны. То есть, в принципе, получается так, что руководство нашей страны сильно озаботилось тем, чтобы население, во-первых, увеличило продолжительность жизни, да? А значит, было более трудоспособно, то есть более долгое время трудоспособно. Именно из-за этого мы решили возродить комплекс ГТО. Скажите, вот сразу такой вопрос. Люди какого возраста могут претендовать на возможность выполнения комплекса? Ну, в общем, в самом комплексе ГТО 11 ступеней. От 6 до 70 лет и старше. Данные люди возрастных категорий могут выполнять нормы ГТО. А вот эти нормы, нормативы эти, они разработаны с учетом возраста. Ну, я, конечно, понимаю, что 70-летнему человеку и 6-летке, да, они совершенно разные. Вот какая градация? Нет, конечно, каждый норматив, данные нормативы вообще разрабатывалась совместно почти всеми ведомствами страны, и учеными, и все. И вот это оптимальный вариант вот этих тестов нормативов по каждому возрасту. Это государственные требования к уровню физических знаний и умений в области физической культуры и спорта. То есть здесь недостаточно только там хорошо бегать, быть выносливым, нужно еще и какими-то знаниями обладать. Да, конечно, в комплексе есть и теоретическая часть, и непосредственно выполнение норм ГТО. Это там такие виды, допустим, на скоростные качества, выносливые, силовые, на гибкость. Ну вот так, навскидку. Ну хорошо, я могу представить скоростные. То есть это надо будет бегать на время. Выносливость, это надо будет бегать на расстояние, да? Да. Силовые, гири таскать? Подтягиваться. Подтягивание, отжимания. Да. А гибкость? На шпагат садиться? Нет, не обязательно. Там есть в каждой ступени свои, соответственно, свои нормативы? Да, нормативы на один из видов. Вот, допустим, на гибкость это наклон вперед. На специальном устройстве выполняет претендент норматив, и, соответственно, судья оценивает, да, его качество на гибкость. А для мальчиков и девочек разные нормативы? Конечно. Учитываются еще и половые это обязательно, различия. Да.
Сибай вошел в число центров по принятию нормативов комплекса ГТО. Это такая тест-площадка, да, у нас в городе. Отсюда вопрос, на базе каких организаций, учреждений или там спортплощадок это будет производиться? В первую очередь это детская юношеская спортивная школа, стадион «Труд». Также будет задействован плавательный бассейн Центра детского творчества, потому что один из видов испытания тестов – это плавание. Также будет задействована природа нашего края, есть туристические походы, и учреждения Фокберг, Ледовый. В принципе, все спортивные объекты по мере необходимости будут задействованы. А сколько вообще таких площадок в республике? В республике на данный момент пока 5 таких площадок. А возможно увеличение их числа? Увеличение возможно, это на усмотрение каждого муниципалитета. Почему вот выбор на Сибай пал? Сибай – это столица башкирского Зауралья. Географически это будет даже правильно. И географически, и в принципе в Сибае достаточно населения, чтобы центр существовал здесь. Но это как было? Есть потребность. Это было решением руководства региона, что будет там в Стерлитамаке, будет в Сибае там, или еще где-то? Или это инициатива муниципалитетов? Это инициатива муниципалитета, поддержанная руководством республики. Ну, наверняка для того, чтобы претендовать на то, чтобы называться там центром принятия нормативов, да, необходимо соответствовать. То есть Сибай, получается, прошел все требования, соответствует всем требованиям. Да, Сибай соответствует муниципальным требованиям для принятия нормативов комплекса ГТО. Хорошо, но сибайцам повезло в этом плане, что мы можем у себя в городе, да, сдать нормативы. А как быть жителям тех городов и муниципалитетов, там, районов, деревень, где таких центров нету? Ну, согласно автоматизированной системе АИС ГТО, о которой мы, наверное, скажем немножко попозже, любой гражданин Российской Федерации в удобном для себя месте, то есть он выбирает через вот эту автоматизированную систему центр, в котором он хочет выполнить нормы ГТО. Если есть свободное место в расписании, которое будет указано, он может выполнить. То есть, по идее, любой, даже приезжий, может прийти и вот… Если будет в расписании свободное окошечко, соответственно, он может. Скажите, вот, ну, еще один такой вопрос, я его должна была задать, наверное, в начале. Все мы помним, что такое добровольно-принудительное участие, да, что ты вроде как бы и не должен, но пойдешь обязательно, да? Так вот, выполнение нормативов ГТО – это обязаловка или это добровольно? Это только на добровольных началах по желанию граждан. Ну, правильно я понимаю, да, что теперь, собственно, на ваши плечи ложится такая довольно серьезная задача. Пропаганда, в первую очередь, и решение таких вопросов, как вот продвижение. Что меня может стимулировать к выполнению нормативов ГТО, как обычного обывателя? Ну, на данный момент идет у нас это второй этап, ну, начинается. То есть первый кончился, второй этап – это апробационный период. Это, то есть, данный комплекс, он вообще разделен на этапы по внедрению. На данный момент подписан комплекс мер, стимулирующих к выполнению норм ГТО. Но он касается пока в основном учащихся школ и учебных заведений. А с 2016-2017 годов, я думаю, там уже будут приняты другие меры стимулирования. То есть сейчас массово ведется работа как раз среди молодого населения, то есть Да. школьников, школьного возраста, в общем-то, да? Да. И студентов, правильно? Да, студентов с 2016 года. С 2016. Да, студентов. Ну, какие меры поощрения? То есть вот ученикам что сейчас говорят? Почему им необходимо? Там не говорят, что ты должен пойти и сдать. Нет, конечно. Нет, это на выбор. Вот чем привлекают школьников к сдаче Ну, в нормативов? первую очередь, после сдачи единого государственного экзамена, при поступлении или в среднеспециальное, или в высшее учебное заведение страны, существует приказ, то, что учебное заведение на свое усмотрение может предусмотреть в положении о приемной комиссии те, соответственно, учащиеся, которые выполнили требования норм ГТО,
и добавить им к единому государственному экзамену при поступлении от 1 до 10 баллов на усмотрение учебного заведения. То есть, если сказать проще, да, я учащийся 10 класса. Соответственно, впереди у меня маячат госэкзамены, да, я должна подготовиться как следует. Еще я должна быть заинтересована в том, чтобы выполнить нормативы ГТО, потому что это повышает мой балл, проходной, так скажем, да, проходной балл при поступлении в учебное заведение. Допустим, в московском... Но это школьники, это хорошо, со школьниками понятно. А со студентами я уже учусь в вузе. Да? Я вот на 5 курсе. 16-го года, это уже со следующего года, до которого осталось-то совсем ничего, вот 3 месяца и 16-й год, я студент 3-го курса. Как меня заинтересовать, как меня будут заинтересовывать в том, чтобы я выполнил нормативы ГТО? В мерах стимулирования это предусмотрено, но опять же это оставлено на усмотрение руководителя учреждения. То есть они могут либо повышать стипендию, могут добавить стипендию, могут, допустим, путевками. Проживание в общежитии могут сделать бесплатным, допустим, да? Но это на усмотрение, опять же, руководителя учреждения. А вы будете что-то рекомендовать вот для комитетов по физкультуре и спорту? Какая-то вот рекомендательная база разработана? Или вы сейчас будете сами ломать голову? Нет, мы пока с этим вопросом, если честно, не столкнулись еще. Пока мы занимаемся больше вот этим техническим моментом, это все-таки оформление документации, соответственно, юридически правильно тоже надо подойти к этой всей системе. Ну вот на данный момент в Сибае готово уже что-то или, возможно, уже все готово к тому, чтобы принять нормативы ГТО? Все еще не готово, потому что мы вот, допустим, ждали, сегодня, вот, допустим, подписал Владимир Владимирович Путин указ о внесении изменений в государственную программу физкультуры и спорта. На основании этого сейчас будет меняться нормативно-правовая база и в субъектах Российской Федерации, соответственно, в муниципалитетах будет меняться, и вот пока она готовится, соответственно, мы готовим инфраструктуру для сдачи выполнения норм ГТО. Ну вот вернемся опять же к таким, в общем-то, организационным вопросам, которые, в принципе, интересны. Хорошо, с 2016 года будут студенты и взрослое население, правильно я поняла? Или с 2017 года? С 2017 года уже будут все граждане Российской Федерации, да, 6 лет до 70 и старше. А с 2016 года до 6 ступени, с 1 по 6, это с 6 до 29 лет. Ну, в принципе, у нас с вами есть еще год, да? Да, год с небольшим для того, чтобы быть готовым. Будет ли проводиться какая-то, не знаю, разъяснительная, рекомендательная работа с руководителями учреждений, организаций, предприятий? Ведь я же правильно понимаю, что выполнение нормативов ГТО это не всегда в выходные дни будет, да? Это будет среди рабочей недели, соответственно, мне надо будет у начальника отпроситься не на полчаса, да? Если я там бегать буду, мне же там и отдохнуть, и подготовиться и прочее. Конечно, это будет проводиться, система в принципе, уже почти выработана. Это мы будем просить руководителя учреждения освободить, потому что вы будете заранее уже записываться, составляться расписание, то есть конкретно вы будете приходить на выполнение уже по времени, и в данный промежуток мы будем стараться вас освободить от работы. Но все-таки должны понимать, что это очень большой объем количества людей пойдет, поток большой, и не всегда мы будем справляться, возможно, с этим. Поэтому я не думаю, что руководители будут препятствовать своим сотрудникам сдавать нормы ГТО, потому что это все-таки... Но это престиж предприятия в том числе же. Престиж предприятия, это физическая развитость сотрудника. Это занятие спортом. Вы так уверенно сказали, пойдет большой поток людей. Вы действительно уверены в том, что население вот так будет бороться за значок ГТО? Я думаю, да. Ну что ж, ваши слова, да богу, в уши. Я бы, конечно, тоже очень хотела, чтобы... В принципе, вот этих значков становилось все больше и больше, потому что я с какой точки зрения рассуждаю? Я как мама, да, там, 2 детей, я понимаю, что рано или поздно моя жизнь, качество моей жизни будет зависеть от того, насколько много я вложила в свое потомство, да, сколько я вложу, столько они мне отдадут.
Естественно, в принципе, я могу понять вот эту вот саму задумку, что я сейчас должна культивировать вот это вот в своих детях, ну, как вот любой из нас, да, для того, чтобы, если, то есть правильно, если человек имеет значок ГТО, значит, он уже как-то вот физически силен. О значках, кстати, какие вот, какие типы оценки, да, значок ГТО? Значок ГТО, оно такое уже заезженное. Какие они? Кем разработаны? Что взято за образец? Либо это такие же значки, как там в советские времена, это как медали и Нет, так далее. это немножко от советского, конечно, немножко измененный он, но значки это золотой, серебряный и бронзовый, и к ним положено удостоверение к значку, в котором, соответственно, подтверждает выполнение фамилии, имя, отчества, норматива, номер удостоверения, по которому любой, где вы его предъявите, сможет проверить, действительно ли у вас действительный значок и удостоверение. Вот, кстати, о действительности. Такая вот мелькала информация, что появились поддельные значки ГТО. Да, действительно, и их очень много в России. Повально хочу пояснить уважаемым зрителям, то, что значки ГТО в России выдаются сейчас только школьникам, которые выполнившие нормативы в рамках единой декады ГТО. Значки подразумевают собой еще, к ним прилагается удостоверение. Удостоверение на серебряный и бронзовый значок подписывается министром спорта субъекта Российской Федерации, соответственно, у нас это Министерством спорта Республики Башкортостан, а золотой значок вручается только по приказу министра спорта Российской Федерации. Ну вот на данный момент, поскольку это уже внедряется, есть ли у нас в городе обладатели значков? Одна девочка есть. А в какой школе учится? Давайте прославим эту школу, вы не помните? Ой, я сейчас боюсь обмануть, если я не ошибаюсь, или в 6-й, или в 8-й. Ну как же так? Самая спортивная школа, руководитель вот 7-й школы, мне кажется, они должны быть прямо Нет, просто вроде бы в впереди, 6-й, если я не впереди ошибаюсь. школьников всех. Но здесь же опять же такой получается соревновательный момент между теми же школами, да, сколько у нас значков, сколько у вас значков, правильно? Ну я это, понимаю? конечно, да. Она вот как раз выполнила норматив в рамках единой декады ГТО. Мы возили команду из Сибая в Уфу, 10 человек, и она выполнила норматив. Хорошо. Здесь такая аналогия с медалями, да, получается, золотая, серебряная и бронзовая. Если я не сдала, а выполнила нормативы ГТО и стала обладательницей бронзового значка, я могу повысить статус? Могу Да, дойти до золотого? Да, вы можете дойти. А дальше золотого уже все, да? Ну, когда вы выполнили на золотой значок, то есть вы же находитесь в подгруппе, как получается, по возрасту. Если вы переходите на следующую ступень, вы снова должны подтвердить. Даже значок. так. Да, то есть я, получив в 37 лет, скажем, да, в 37 лет значок ГТО, достигнув какого возраста я должна буду подтвердить? Ну, в 37, если вы получите в 40 вы уже переходите на следующую ступень, 40-49, и уже по новой выполняете нормы ГТО. По новой выполняю. Да. Вот как интересно. То есть я на протяжении всей жизни, в принципе, вы можете выполнять. Могу выполнять, повышать или понижать. Да? Можете. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, а кто в Сибай, конкретно в нашем городе, будет проводить вот эти испытания? Кто будет, ну, это тренеры, или это учителя физкультуры, или это сторонние люди приглашенные? Кто будет вот эти? Ну, это будет проводить судейская коллегия. Пока определено так, может судьей стать по ГТО, может стать тренер или учитель, имеющий обязательно судейскую категорию и стаж работы в отрасли не менее 3 лет. А нет такого обязательного требования, чтобы и сам испытатель, да, был обладателем значка ГТО обязательно? Нет, такого требования нет. Ага. Но мне кажется, это стыдно принимать нормативы ГТО и самому не быть обладателем этого значка. Ну, я думаю, такого не будет все-таки. Да. Все-таки выполнят. Такой вопрос: вы когда собираетесь? В 2016 году. В 2016 году. Ну что ж, посмотрим. В принципе, мне кажется так, что в первую очередь
поскольку чиновники, да, это же наши избранники, да, народные, они должны показать свой пример. А лучшее воспитание – это собственный пример, да? Поэтому Конечно. будем ждать от руководства нашего города, в том числе, подвигов на спортивной физической ниве. Мы с вами еще говорили о том, что вот я услышала просто в беседе за кадром, что среди нормативов есть еще такая штука, как поход. Правильно я понимаю? Да, туристический. Расскажите подробнее. То есть это обязательно или это как Это вариант? на выбор. Это на выбор. Он не ходит в обязательную программу по ступеням. Это на выбор. Поход подразумевает собой, что это первый день – это теоретическая часть, и второй день – это практическая. Возможно, с ночевкой. Пока это еще испытывается и не определено, но действительно данный вид испытания есть. Я так думаю, после теоретической части обязательно нужна практическая часть. Это мы выходим или в лес, или в поле, ну, обязательно на природу, организованной группой, где будут обучать разжигать костер, ставить палатку, определять место ночлега. Определять местоположение сторон Да. света. Но Да? это обязательно, да. Все вот эти изначальные навыки, первоначальные, они будут даны в данном Ну, туристическом получается, походе. у нас нормативы ГТО, да, программа состоит из обязательных и по выбору. Я могу отказаться от по выбору? Или я все-таки что-то должна оттуда обязательно выбрать? Нет, вы можете отказаться, но номинал значка или вообще значок понижаете. получите вы или нет, это в каждой группе надо отдельно смотреть. Вот если про сайт АИС ГТО, если позволите, немножко расскажу. Да, вот создан автоматизированный сайт АИС ГТО, это gto.ru, в котором каждый человек, желающий выполнить нормы ГТО и вообще узнать про ГТО, может туда зайти буквально 5-7 минут, зарегистрироваться на сайте. Вы получите свой индивидуальный ID-номер, который вам присваивается на всю жизнь. Это как паспорт. Без этого ID-номера вы не сможете выполнить нормы ГТО. И, соответственно, в личном кабинете будет указано, какие нормативы по всем видам вам нужно выполнить, как правильно их выполнить. Там очень много, по каждому виду буквально есть видео, как правильно выполнять нормы ГТО. Ну и, конечно же, после регистрации в АИС ГТО необходимо будет пройти медицинский осмотр. Без медицинского осмотра не будут допускаться к выполнению норм ГТО. Ну, соответственно, получается, теперь разрабатывается определенный медосмотр. Ну, что туда будет входить? Пока по нормативным документам, которые существуют, это обязательно виза педиатра или своего лечащего врача, по участкового Терапевта. врача, да, терапевта, соответственно. И, если я не ошибаюсь, сердце, Ну, то есть обычный, ЭКГ, да, ЭКГ. анализ крови. Да, справка пока еще таковой по России единой она не выработана. Но в городе, я думаю, мы в ближайшее время уже соберемся и определим. Единственное, там указано просто, какие врачи должны быть, но как она будет выглядеть, еще нет. Но этот медосмотр будет бесплатным, потому что ведь все знают прекрасно, чтобы пройти медосмотр на данный момент получение прав, надо, в общем-то, ощутимую понял. сумму выложить, а здесь... Ну, на данный момент по существующим нормативным актам она должна быть бесплатна. А вот это вот испытание, оно тоже платное или бесплатное? Бесплатная. Бесплатное. Хорошо, а если я не прошла, не выполнила нормативы, когда я могу заново? Мне ждать следующей группы или как это будет? Нет, Ну вот не почему? выполнила я, а я вот такая упорная, хочу и все. Ну, в принципе, вообще будет делиться на декады. Осенние, зимние и весенние, летние. Декады ГТО, в которых будут выполняться нормативы. Если вы не выполнили или не Весной. смогли по каким-то причинам выполнить, да? Нет, зачем? Просто не все сразу, не в 4 дня будете выполнять нормативы ГТО, потому что там есть определенные виды, которые нужно выполнять зимой. Ну вот в допустим. среднем человек сколько затратит времени на выполнение? Я думаю, полгода. Полгода. Да. А оформление документов займет примерно столько же времени. Это не быстрый процесс. Соответственно, Я-то думала, это как будет? Мне там напишут, в понедельник вы бегаете, в среду вы плаваете, в воскресенье вы там в поход идете. Нет, возможно и такое. Все опять же будет зависеть
от количества людей, изъявивших желание выполнить нормы ГТО, и, конечно же, загруженности учреждений. Просто существуют определенные методические рекомендации, что в день вы можете выполнить 2-3 вида, но не более. Понятно. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире 5 14 94 5 14 95. Это телефоны нашей редакции. Но у нас совсем немножко времени осталось. Вот буквально. Хотелось бы что еще спросить, поскольку мы наконец-то дождались вас вот с этим ГТО. Все ли... Вот, ну, вообще, какие настроения? Вы же общаетесь все равно с тренерами, с учителями физкультуры, да? Какие настроения у самих, ну, так скажем, наставников? Готовы они к сдаче нормативов? Я думаю, готовы. А с ними будет вообще вот какая-то работа проводиться с теми же учителями физкультуры, да? Конечно, она уже Они проводится. же должны мотивировать. Я понимаю, что это по закону они не имеют, то есть ни школы, никто, ни Министерство образования, ни отдел образования муниципалитетов не имеет права обязывать. Вот 10-я школа классами дружно на ГТО. Нет. Обязывать не имеет права. Да. Но все равно, я думаю, проблем с выполнением, с желающими выполнить нормы ГТО у нас не будет. Вы прям очень такой оптимист. Стараемся. Это радует. Ну и коротко, вообще я не могла обойти стороной то, что, ну, мы уже привыкли, что у нас, да, у нас есть ледовый, причем привыкли настолько, что мы уже это считаем, как бы, так, этого даже мало, да, судя по тем дискуссиям, которые разворачиваются в соцсетях, например, да, и на кухнях. У нас есть ледовый дворец, у нас есть бассейн, но как-то рыбалка у нас была не очень развита. Тут прошел такой турнир рыболовный, и, в общем-то, довольно широкий отклик. Вот есть у вас такие планы как-то это культивировать в городе? Да, конечно. Рыбалка, это, в принципе, получился у нас неплохой первый открытый турнир. Нашлись спонсоры, которые не пожалели и помогли нам провести данное мероприятие. Оно собрало в достаточно холодную погоду очень много людей. И, в принципе, по интересам собираться вот так и заниматься спортом. То есть почему бы заметочку нет? вы себе поставили? Конечно. Ну что ж, мои друзья-рыбаки, я задала ваш вопрос. Увы и ах, время наше подошло к концу. Может быть, напоследок какое-то обращение к горожанам? Уважаемые зрители, ну, в первую очередь хотел бы вам пожелать здоровья вам, здоровья вашим близким и занимайтесь спортом. И будьте готовы к труду и обороне. С вами была программа «Крупным планом» и я, Лина Полянская. Всего доброго. Встретимся ровно через неделю в этой же самой студии.